Скажи, что начинаем, и
Дорогие друзья, минуточку внимания. Сегодня мы с вами здесь собрались на презентации книг «За веру царя и отечества. Участие якутян в Первой мировой войне» и «Герой-священник русско-японской войны» Алексей Оконешников. Сегодня у нас ведущим нашего мероприятия будет Горохов Александр Васильевич, председатель отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Александр Васильевич, вам слово. Добрый день. Уже, наверное, вечер, да, дорогие друзья? Сегодня у нас очень знаменательный день. Наше отделение совместно с авторами выпустило 2 замечательные книги. И мы эти книги, конечно, посвятили столетию нашей республики, столетию ЯССР. И сегодня авторы расскажут про замыслы этой книги, какие цели преследовали. И, конечно же, мы узнаем про ту историю, которая была у нашей замечательной республики еще до его образования. Это очень важно, потому что ничто не возникает ниоткуда, ничто не уходит, скажем, в никуда. И вот те замечательные люди, которые жили у нас в нашей республике, тогда еще в составе Иркутской области, конечно же, мы все должны знать и помнить нашу историю. Я хочу предоставить слово, у нас первая, вернее, у нас презентация книги «Герой-священник русско-японской войны» Алексей Оконешников. Так, у нас здесь должен быть музыкальный номер. Людмила. Люда. Люся. Да, Так. Маленькая техническая заминка. Да, ну ничего, мы сейчас подождем. Наши музыканты готовы? Нет, Дмитрий Иванович? Или мы дальше идем? Давайте мы дальше идем, а музыкальный номер будет чуть попозже, да? Я хочу представить слово Марии Ивановне Старостиной, автору замечательной книги «Герой». А? Пока не готова. А, вы, да? А тогда почему? Так. Более на слова Тимофея Сметанина, мелодию Захара Степанова. Исполняет Михаил Семенович Санников и аккомпаниатор Николай Дмитриевич Стручков. Пожалуйста. Күнішкі ақтылған түнгі түн арғыға көріда болена сақалы тылынан саңарар құрдықтар долғынар болена Өшкәбет селим бүйірдік берекке Ол жылға қалбыта О жылға минеме әнеген көрөбі Долғынар іштәлләр
Адарда қарғаста көй баран долгуннар көрүйда болена мен жолым тапталым бар таманна бар мен кәллім болена мен жолым тапталым бар таманна бар мен кәллім болена. Песню исполнил Михаил Семенович Санников, депутат Верховного Совета 12-го созыва Республики Саха-Якутия, депутат Госсобрания Илтумен 1 и 3 созыва, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Аккомпаниатор Николай Дмитриевич Стручков, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, директор детской школы искусств. Дорогие друзья, перед вами выступает Валерий Иванович Третьяков, советник госслужбы 1 класса. Аккомпаниатор на баяне Николай Дмитриевич Стручков, заслуженный работник Республики Саха-Якутия, директор детской школы искусств. Менің антаны сәриге бар бітім, күрақый балаған дебеттен. Ираққа деретін кәтін, турбута кіржағас мен ағам. Менің антаны сәриге бар бітім, оскола жоранын қаларан. Тықсас болан түйдақтақ жараңын, Сеймемет қатыңын ақтынан. Менің антаны сәриге бар бітім, еліңе сағағым анынан. Қолқом санаға сатынан, сол орын бұрғатан аспытым. Менің антаны сәриге бар бітім, бар жаным алығын ыламын. Далы баты қалбыта Аллахым, бұйырқай баттақтақ түтінан. Далы баты қалбыта Аллахым, бұйырқай баттақтақ түтінан.
Спасибо большое. Мария Ивановна сейчас дает интервью, поэтому, наверное, я хочу предоставить слово представителю Якутской епархии Виталию Беликову. Пожалуйста. Добрый вечер. Собственно, неблагодарное дело выступать прежде автора книги. И я прежде всего хочу поблагодарить организаторов презентации этих двух замечательных книг. И с первой из них я успел даже несколько бегло ознакомиться. Скажем, в этом отношении отец Алексей Оконечников является личностью достаточно неординарной, и этот человек получил достаточно хорошее образование на то время. Практически, если говорить о духовном образовании, то в то время государство пыталось все сферы светской, церковной жизни направить на пользу государству. На священнике лежало очень много обязательств, и в том числе и те обязательства, которые касались введения метрических книг. В частности, первые страницы этой книги представляют краткую выписку из одной из метрических книг. Нужно понимать, что введение метрических книг, возложенное на церковь, оно было делом достаточно непростым. Священник, скажем, должен был тратиться на бланки, на журналы, которые выдавались и которые печатались только в Москве уже начиная с XIX века. Было практически строго регламентировано то, каким образом должны вести метрические книги, сколько экземпляров. Священники выдавали также все выписки, связанные и с оспенными различными, то есть прививочными вакцинациями, кто проходил, кто не проходил. Выдавали метрические данные о состоящих в браке, о тех, кто подлежал, скажем, военному призыву, практически о всех состояниях. И было 3 основных направления ведения метрической записи. Зачастую допущенные ошибки в метрических книгах, они толкуются двояко, или по недосмотру мало в этом отношении образованный человек, или даже порой необразованный, делая какую-то определенную пометку на полях, в черновых записях. В дальнейшем эти черновые записи переводятся, переписываются уже в чистовики. Но здесь нужно иметь в виду один непростой момент, что, в принципе, на момент введения записи в метрической книге Алексея Оконечникова, в то время Василия, практически исключается какой-либо подлог или же неточность в введении метрических книг. Священнику подобная неточность грозила не только, скажем, определенными прещениями, он мог быть переведен из священника в причетники, то есть в обычный в этом отношении церковнослужители, и из священника он становился буквально при этом же храме буквально дворником. И вместе с тем практически подобные повторные оплошности в введении метрических книг могли грозить священнику и ссылкой, и заключением, и каторжными работами. При этом все расходы на ведение метрических книг или по запросу определенных инстанций, например, со стороны военного ведомства, когда обращались в XIX веке, особенно часто были переезды из сельской местности в города, и когда в этот период начинаются запросы к священникам, то священник за свои средства, так называемые прочие малые нужды расходов, должен был фактически направлять все эти данные. Гербовый взнос, который в то время вынужден был также собирать священник, по сути дела, это своеобразная государственная пошлина. Но все эти обязательства по ведению метрических книг,
все обязательства по даже сбору этой пошлины, они возложены были на духовенство. И в народе, в принципе, представлялось, что эти, скажем, средства получает непосредственно сам священник. Другой нюанс, который хочется отметить в связи с этой книгой, это момент достаточно непростой для исследователя, момент, который касается множества разновидностей учебных заведений того времени. Это учебные заведения порой с очень смежными, казалось бы, одинаковыми названиями, как то миссионерское училище или духовное училище. Кажется, что миссионерское и духовное одно и то же. Но на самом деле между этими понятиями, между этими учебными заведениями огромная разница. В целом, в принципе, личность этого священника, она показательна с той стороны, что став буквально священником на судне, отец Алексей, просто будучи обычным священником, исполняя свой гражданский, свой долг священнослужителя, он несет те обязательства, которые на него возложила церковь и государство. По сути дела, в то время, в нелегкой ситуации, оказавшись в плену, он становится человеком, который, как и народец, был отпущен на родину, и который проходит очень непростой путь практически позволяющий освободить очень многих моряков из японского плена, из заключения. Отец Алексей увековечен не только, скажем так, в документальных хрониках, не только в документальных свидетельствах о нем, но и даже в художественном рассказе Пикуля в его крейсерах фактически отмечен этот священнослужитель. Книга представляет собой достаточно интересный в этом отношении анализ жизни отца Алексея. И, на мой взгляд, практически такая личность и личности многих других выпускников и приходских школ, и миссионерских училищ, духовных училищ, семинарий, они требуют гораздо больше в этом отношении анализа и исследований. Потому что за этими людьми кроется наша история, общая история. За этими людьми практически и за их судьбами раскрываются практически и родственные узы. Метрические книги на сегодняшний момент – это богатая в этом отношении кладезь знаний по истории, генеалогии своих близких, своих родных. Это то, что позволяет нам буквально вглядываться в прошлое, исследуя наше настоящее, буквально учиться на ошибках своих предшественников и во многом, анализируя прошлое, делать выводы о том, что касается грядущих поколений и грядущего времени. Я благодарю всех собравшихся, поздравляю с замечательным юбилеем республики. И вместе с тем хочу передать благословение от его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Романа, архиепископа Якутского Ленского. Вместе с тем хочу поблагодарить за предоставленный экземпляр этой книги в собрании Якутской духовной семинарии, в собрании нашей библиотеки. Она станет ценным пополнением той литературы, которая говорит об истории Отечества, истории республики. Благодарю. Спасибо большое. Отец Виталий, давайте мы предоставим слово автору замечательной книги, Марии Старостиной, члену Русского географического общества, кандидат исторических наук, почетному гражданину Среднеколымского улуса, члена Совета ветеранов педагогического труда Республики Саха-Якутия, отличнику народного просвещения РСФСР. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые читатели и все, кто здесь присутствует. Я очень рада видеть вас и рада, что настал день презентации моей книги «Герой-священник русско-японской войны Якут Алексей Оконечников». Так называется книга. И я рада, что я могу присутствовать сегодня здесь. Из-за ограниченности времени я скажу очень коротко о книге и герое-священнике. Книга написана и издана в очень сложное время. Хочу
хотя я раньше писала статьи, до недавнего времени не думала, что когда-нибудь напишу книгу. В 2012 году в Российском государственном историческом архиве я обнаружила полный послужной список судового священника Алексия, что прояснило многое об его жизни и деятельности. Ранее в статьях некоторых авторов и участников передач по республиканскому ТВ даже допускались ошибочные версии о службе и фактах жизни священника Алексия, миру Василия Оконешникова. Например, писали, что иеромонаха Алексия очень плохо встретили после гибели Рюрика в Санкт-Петербурге и отправили обратно в Якутск. На самом деле, как писали в периодических изданиях того времени, его встретили в уважаемых аудиториях Санкт-Петербурга как героя. Иеромонаха принимал сам император Николай II, как сказал протопресвитер Шилововский. Отец Алексий представлялся его величеству и был обласкан монархом, и он никогда не был отправлен на работу в Якутск, иеромонах. За мужество и героизм одним из первых из участников русско-японской войны отец Алексий был награжден золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте, высшим знаком боевого отличия, установленного для духовенства. Писали, что молодой Оконешников окончил Якутскую духовную семинарию. На самом деле он окончил Якутское миссионерское училище. Его готовили к службе чукотским миссионерам. Также один исследователь писал, что он работал в Томской духовной семинарии, умер там же в 1910 году. На самом деле он в Томске даже не был. По найденным мною документам наш герой жил и работал до 1917 года в Петрограде. Правда, я не смогла найти документы о том, где после 17 года он жил и что с ним стало. Есть у нас люди с версией о том, что именем отца Алексия назван поселок Оконешников Омской области. Читайте, товарищи, в интернете, вы там найдете, чьим именем на самом деле назван поселок в начале XIX века. Вот такие моменты заставили меня написать эту скромную книгу. Выяснилось, что для отправки на учебу мальчика Оконешникова, а затем на разрешение вступить в привилегированное в то время духовное сословие, посодействовал мой прадед, глава Улуса Алексей Николаевич Винокуров, показывали недавно здесь его семью, и другие родственники, старосты наслега. Так что я продолжила дело прадеда и родственников, родоначальников. Для создания книги мною использованы материалы 6 российских и местных архивов, фото из 3 известных музеев, в том числе американской, много разной литературы, в том числе периодические издания времен русско-японской войны 1904-1905 годов, литература и очень много фото с сети интернета. Когда писала книгу, нашла в интернете ранее нам неизвестный групповой снимок, скоро покажет здесь, попечители, члены комитета из сестры милосердия Крестовоздвиженской общины перед отправкой на Дальний Восток, Санкт-Петербург, 1904 год, написано так. На этом фото, по моему определению, сидит на 2-м ряду иеромонах Алексей. Фото включила в книгу. Также недавно, уже после выхода книги, обнаружила в журнале «Петербургский коллекционер» 2021 года фото иеромонаха Алексея на темном фоне с золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте. Сегодня вот впервые демонстрировали это фото. Первое фото было. Хочу сказать, что на днях до меня дошла информация о том, что спектакль «Учитель» в Сахатеатре народный учитель СССР Михаил Андреев, то есть Алексеев, в ГУЛАГе встретился с Оконешниковым. Есть мнение у знающих людей, что это художественная выдумка. Имейте в виду это. Надеюсь, что дальнейшая жизнь нашего героя должна быть исследована молодыми исследователями.
Герой-священник, кроме внимания и покровительства Николая II, также заслужил покровительство других высокопоставленных лиц из окружения императора, таких как императрица Александра Федоровна и других. Так он работал после гибели Рюрика во время русско-японской войны в санитарном поезде императрицы Александры Федоровны. Так он участвовал на русско-японской войне от начала и до конца. Отважный отец Алексий позже успешно служил каравельным священником на новом крейсере «Рюрик», флагмане Балтийского флота, демонстрировавшего мощь и силу Российской империи. Священник Алексей плавал по многим дальним морям и океанам, бывал в известных городах и странах Евразии. Он был полиглотом, хорошо писал, был отменным оратором, принимал участие в переводе религиозных книг и учебников на якутский язык. Везде, где бы он ни работал, показал себя с лучшей стороны. Так, до войны в Якутске он был лучшим преподавателем и руководителем второклассной школы, то есть духовного училища, имеет в течение жизни много серьезных заслуженных наград. К сожалению, он был оклеветан, был нравственно убийца, как сам он писал, потому он вынужден был отказаться от сана. Об этом прочитаете в книге. Несмотря на это, имя патриота, священника-героя Алексея Конешникова не будет предано забвению, ибо на патриотах держится и будет держаться великая Россия. Я искренне благодарю коллектив российских местных архивов и музеев двух стран, в том числе Национальный архив Россия, архив Янцы, Краеведческий музей имени Ярославского, а также исследователей из Сахалина Наталью Кушнареву за предоставленные архивные документы, искусствоведа Зинаиду Иванову-Унарову за фото земляков героя из Американского музея, а также родственников героя за фото из семейного архива Прасковьи Оконешниковой. Особенная благодарность недавно ушедшему в иной мир моему супругу, профессору СУВПУ Иннокентию Иннокентьевичу Суздалову, в разные годы любезно сопровождающему меня по своей инициативе в Москву и Санкт-Петербург для работы в архивах РГАДа и РГЯ. Выражаю большую благодарность отделению Русского географического общества в России, на чьи средства издана книга. Это мое родное общество. Членом Географического общества СССР я вступила 46 лет назад. Это очень давно, оказывается. С тех пор я член общества, хотя это общество называлось по-разному. Принял меня тогда незабвенный Семен Егорович Мастахов, наш любимый преподаватель и председатель общества того периода. Нашел меня на Колыме, я тогда на Колыме работала. Позже он пожелал мне заняться научным краеведением, что, я думаю, выполнила. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Мария Ивановна. Ну, наверное, мы построим нашу работу так, что сейчас еще выступят пару желающих, записавшиеся фиксированно. Если у кого-то есть желание задать вопрос автору, можно будет задать, я так думаю, да? Хорошо, да. Выступает представитель Среднеколымского улуса Екатерина Григорьевна Белоногова. Пожалуйста. Презентацию, пожалуйста, включите, она пускай идет. Вы не выключайте, пожалуйста. Пусть идет, да. От имени всех жителей Колымского округа я поздравляю нашу замечательную, упорную, трудолюбивую
Марию Ивановну Старостину презентацией этой книги. Книга, она сейчас выступала и говорит, маленькая, небольшая, но мне кажется, это по содержанию она очень глубокая и очень нужная для всех поколений, всех народов нашей Якутии. Наши колымские якуты, наши предки прибыли, кто пешком, кто на лошадях. И они были настоящими богатырями. Вот ихняя поросль Василий Оконешников выдержал такую тяжелую, трудную дорогу и такую дорогу жизни благодаря нашим предкам. И хочу сказать, что эта книга будет для всего нашего будущего поколения ярким пламенем, которое возгорелось от маленькой искорки, искорка, которая находилась в какой-то глубине на Колыме. В те времена, в каких условиях жили наши дети, тем более, и вот они достигли такой высоты. Поэтому очень ценная книга, еще раз повторяю. И вот сегодня мне поручили от имени администрации муниципального образования Среднеколымский улус, уважаемая Мария Ивановна, от имени руководства Среднеколымского улуса и от себя лично примите наши поздравления с презентацией книги «Герой-священник русско-японской войны» якут Алексей Оконешников. Ваша работа по сохранению истории и увековечиванию имени наших земляков имеет огромное значение для всех колымчан. Ваша работа – бесценное богатство, которое помогает в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, способствует развитию культуры, истории, краеведения и науки. Мы глубоко чтим ваш труд и творческое отношение в вопросе увековечения имен наших колымчан. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, душевного равновесия, оптимизма и благополучия. Так, қайттақ саңырия қоғабы сақалы бұны үтчелу. Үтчелу өйді түрімді, сақалы өйді түрім. В общем, товарищи, я благодарен, что мне доверили микрофон, которым я хочу открыть душу колымских жителей за труд Марии Ивановны Старостиной. Почему я так говорю? Потому что судьба Оконешникова была через войны из Колымы, через
Петроград, Ленинград. И все-таки она подняла через 2 века, фактически 2 века, на уровне живого Алексея. Он для нас, то есть нас мы-то знали, но не так, как написано все в книге. Мы знали, как Оконечников участвовал в войне, а больше ничего. А вот младше нас, поколение новое, вот меня радует, когда ребята сидят. Вот. Они будут знать, что даже в то время наши, как скажем, темной, восточной Сибири выходили герои, показывали свой героизм за защиту Отечества Среднеколымска. Это не такая, наверное, простая жизнь и решение людей на таком принятии такого решения. Теперь, повторю, пользуясь случаем, я хочу выразить очень глубокую благодарность, и только не я, все жители Колымского края за книгу «Колымские якуты». Это генеалогическая связь людей, которые теперь только подсказала, что с этим Иваном, с этой Екатериной ты, допустим, по родству близкие. А то без этой книги мы могли знать. Нет, я точно скажу, что нет. Как журналист я знаю, как люди благодарны за эту книгу, за труд Марии Ивановны. Будьте счастливы, пусть сочувствует крепкое здоровье. Крепкое здоровье. И желание этих людей добра пусть к вам примкнет. Спасибо. Спасибо. Сухомянцев Иннокентий Николаевич, он член РГО, краевед. Еще у нас есть выступающий, записался главный археограф Национального архива Республики Саха-Якутия, лауреат премии Барахова Калашников Александр Александрович. Пожалуйста. Так, ну я хочу прежде всего, конечно, поздравить с выходом замечательной книги автора Марии Ивановны. Мы с Марией Ивановной давно знакомы. Она у нас постоянно работает в фонде нашего Центрального национального архива. И всегда обмениваемся своими книгами. Я ей даю, и она мне иногда дает. Ну, в общем, надеюсь, я тоже получу сегодня от Алексея Оконечникова. Вообще, об Алексее Оконечникове у меня немало слов было написано в моей книге это история Якутия, хроника, факты, события. Я когда впервые столкнулся с этим человеком, я тоже, в общем, заинтересовался историей жизни и деятельности Алексея Оконечникова. У нас, конечно, имеется немало интересных документов в нашем архиве. Вот, поэтому вот в фонде Якутской духовной консистории, да, есть. В фонде консистории Якутского Спасского монастыря есть интересные материалы. Поэтому я вот сегодня опоздал к докладу автора, до конца так и не прослушал. Но я хочу сказать, что тоже я интересовался его дальнейшей жизнью, да. Но, к сожалению, мы мало знаем о последних днях Алексея Оконечникова.
Ну, известно только, что он умер в городе Томске, а точной даты мы пока не знаем. И где он захоронен, к сожалению, тоже не знаем. Может, это Мария Ивановна нашла место захоронения или нет? Нашли, нет? Вот. Конечно, при желании, конечно, можно было бы дальше изучить жизнь и деятельность Олеся Оконечникова по местной печати, которые выходили в городе Томске. Но у нас тоже там якутские эпохальные ведомости, там тоже есть о нем сведения о жизни и деятельности Олеся Оконечникова. Вот. Я сегодня, конечно, не готов здесь специально к выступлению, только я хотел поздравить автора с выходом замечательной книги. И от себя лично, от имени коллектива нашего Национального архива, архивиста Якутии, поздравляю автора с выходом замечательной книги. Все, спасибо вам всем. До свидания. Спасибо. Слово предоставляется Зинаиде Ивановне Седалищевой. Сейчас предоставили, да, пожалуйста. Почетный работник образования Российской Федерации, учителей Республики Саха-Якутия, члена Совета ветеранов педагогического труда Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Сегодня мы собрались на такой прекрасной презентации книги нашей Марии Ивановны Старостиной. Называется книга очередная эта книга, потому что Мария Ивановна, она является автором 12 книг и научных монографий. Так как мы с ней ходим вместе в Республиканском совете ветеранов педагогического труда, я бы хотела несколько слов сказать о нашем совете. Наш совет ветерана педагогического труда руководит Варвара Сергеевна Иванова-Зверева. Под ее руководством мы ведем обширную работу. У нас была презентация 6-й книги в декабре месяце. Очень успешно прошла эта презентация. И вот я надеюсь, что презентация книги Марии Ивановны будет очень интересной и, конечно, очень поучительной. Потому что книга, вот эта она называется «Герой-священник русско-японской войны якут Алексий». И вот я сама учитель культуры народов Севера. И знаете, когда мы проходим, например, якутская интеллигенция тема, там, конечно, было, значит, немножко слов о иеромонахе Алексии. Я не могла, дети спрашивают, кто это такой, откуда он родом, чем он прославлен. А я не могу сказать ничего, потому что в нашем учебнике всего несколько предложений о нем, так как о нем написано иеромонах, значит, Алексей, и в скобке Алексей Оконечников. Я знала его как Алексее Оконечникове. И потом, там было очень много неточностей, и вот мне даже стыдно, что я преподавала, говорила, рассказывала детям совсем другое. О другом человеке, значит, Алексей Оконечников, это такого человека, в общем-то, Алексей, оказалось, что это
Василий Тимофеевич Оконишников. Когда я прочитала книгу Марии Ивановны, я его прочитала на одном дыхании, потому что так было интересно написано, так познавательно, во-первых, историческими данными. И поэтому я сегодня искренне поздравляю и благодарю Марию Ивановну за приглашение на презентацию. Книга, несомненно, бесценная, так как раскрывается в этой книге о происхождении славного сына Северной Колымы, образованного интеллектуала, полиглота, патриота России. Благодаря автору мы узнали об отце Алексее очень много и о его мужественном подвиге. Несомненно, вот эта книга будет познавательной, интересной, богатой эстетическими данными, послужит примером для воспитания молодого поколения, за судьбу Родины, ответственное отношение, воспитание ответственное отношение за судьбу Родины, как и воспитание честных, самоотверженных патриотов нашего края. Спасибо вам, Мария Ивановна, за бесценный подарок нам, учителям, и помощь в проведении НПК с нашими учащимися в научном исследовании, повышение духовного и нравственности нашего молодого поколения, патриотов нашей Родины. И поэтому я хочу вам пожелать счастья, здоровья, прекрасного настроения. И на якутском языке хочу сказать такие слова. Бүгүнгү презентация күнүнен эхигине бартынага делибин сааспыт сандардын саргылах кескелбит сырдыгынан сыжайдын сахапыт сиригер саргыбыт сайыннын жол соргутугар дойдубут тубустун. Мақтал, Мария Ивановна, мақтал. Зинаида Ивановна, мақтал. Слово предоставляется Аргунову Константину Ильичу, директору научного института генеалогии. Пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемая Мария Ивановна, поздравляю с сегодняшним такой знаменательной датой и презентацией. Поздравляю вас от всего имени и от имени правления, Общественного совета, членов института и коллег, общих знакомых, которые заняты по родословию. Я хочу кратко сегодня осветить работу Марии Ивановны чуть пошире. Я насчет вот этой книги пока не знаком, но в этой книге, фундаментальной книге Марии Ивановны «Колымский якутов», о котором мы говорили, про иеромонаха есть, да, Алексея. И, естественно, здесь 3 страницы, и наверняка в этой книге, в которой вот сегодня идет презентация, более четко и расширенно вот про его жизнедеятельность описано, и я надеюсь, что со временем я и ознакомлюсь. Я хочу осветить ту сторону, как Мария Ивановна, это мы все те, которые заняты родословием, мы считаем ее своим учителем, своим предводителем по этой области, по области генеалогии народов Республики Саха-Якутия. И как она ученая, действительно заложили основу систематизации родословия. И вот эта книга, которая монография, выполнена Марией Ивановной, выпущена в 2007 году, по-моему, да? В 2007 году в Якутске. Здесь имеется 104 таблицы. И здесь, в этой книге, колымчане все знают, я был среднеколымский, и в каждой доме, где я бывал, те, которые интересуются, вот эта книга у всех имеется. И в этой 104 таблицах
очень, естественно, как научному человеку, как ученому, впервые чувствуется систематизация именно родословия колымчан, и оттуда и берется вся вот это генеалогическое наследие, которое мы пытаемся сейчас и делать по всей республике. И еще я вот принес несколько книг всего, которые вот Мария Ивановна лично мне подарила, да, и вот здесь тоже личность Ильгецкого улуса, тоже очень крупная работа, монография, с родословиями родов Ильгецкого улуса Слепцова. Еще плюс, еще вот Иннокентием Иннокентьевичем с мужем Суздаловым, вот Катырский наследник. Вот здесь очень многолетняя работа по увековечиванию родословия Максима Кировича Аммосова именно из научно-архивных источников, которые, естественно, мы перевели на электронный вариант. Поэтому именно что хочется сказать Марии Ивановне, это наша живая легенда, которая действительно заложили научную основу цифровизации и систематизации родословия народов Севера, когда мы вот эту книгу, 104 таблицы, и плюс здесь вот эту книгу, плюс третью книгу мы уже перевели полностью, наш институт перевел в компьютерную основу с использованием именно программы родословия. И колымчане, которые я, когда был в прошлом году, видел, что здесь они имеют отсюда, начиная с 1690 года, все наслега здесь. И плюс верхние Колыма и нижнеколымские наслега. Поэтому я от имени коллектива института благодарим Марию Ивановну еще с такой работой, и благодарю за то, что вы пришли на такую дату, и желаем вам еще дальнейших, еще более больших успехов, здоровья, и пожелаем мы ей, наверное, еще раз, как говорится, быть всегда нашим советником, быть всегда рядом, и мы всегда будем с вами рядом. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Юрьевич. За большую подвижническую деятельность в деле сохранения исторической памяти, вклад в гражданское патриотическое воспитание подрастающего поколения благодарственным письмом отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия награждается Старостина Мария Ивановна, член Русского географического общества, член Совета ветеранов педагогического труда Республики Саха-Якутия, отличник народного просвещения РСФСР, краевед, кандидат исторических наук, почетный гражданин Среднеколымского улуса. Еще раз мы спасибо скажем автору такой замечательной книги и пожелаем действительно творческих успехов и дальнейших таких замечательных книг. Спасибо. Давайте мы перейдем к нашей второй замечательной книжке, презентации книги «За веру царя и отечества. Участием якутян в Первой мировой войне». И нашу презентацию открывает ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Ирина Стрекаловская. Сегодня в исполнении ансамбля старинные солдатские песни.
нашему полку домой. Ой, ли, ой, да люли, нашему полку домой, нашему полку домой, да. По дорожке столбовой, ой, ли, ой, да люли, по дорожке столбовой, ой, ли, ой, да люли, по дорожке столбовой. Солдатская, рекрутская, уж как в Галиче горка крута. Уж как в Галиче горка крута, там гуляли молодые рекрута. Ой да, дали беда, там гуляли молодые рекрута, там гуляли молодые рекрута, их назначили которого куда. Ой да, дали беда, их назначили которого куда, их назначили которого куда, записали дружно братнички. Ой да, дали беда, записали дружно братнички, записали дружно братнички, а Василием начальнички. Ой да, дали беда, а Василием начальнички. Скажи, милый, за какую за вину вину немалую. Ой да, дали беда, за вину немалую, за вину немалую, за девчонку черноглазую. Ой да, дали беда, за девчонку черноглазую. Уж как Галичи горка крута, там гуляли молодые рекрута. Ой да, дали беда, там гуляли молодые рекрута. Ой да, дали беда, там гуляли молодые рекрута. Спасибо, замечательное выступление. Слово предоставляется действительно государственному советнику первого класса, президенту Федерации хоккея Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Пожалуйста, Афанасий Семенович. Ütөкем болдун. Күндө дагыттар. Александр Васильевич меня как-то обозначил, я даже непривычно в таком обществе. Обычно президентом Федерации хоккея только посреди хоккеистов меня ну, вот у меня так записано. Объявляют. Но спасибо, что подчеркнули, что я действительный как государственный советник первого класса. Да. Спасибо. Ütөкем болду сабидда күндө бир делакпет, күндө бирге үлеспет, алтыспет жандарым, сергелерим. Сегодня очень интересная такая тема, презентация двух книг, которая затрагивает судьбы многих и многих, возможно, здесь не сидящих, но тем не менее нитью связывающих нас с временами, далекими временами. Что такое Первая мировая война, что такое русско-японская война, да, 100 лет назад. За 100 лет сколько поколений проходит? 5 поколений, да, в среднем, так считаем. Вот, наверное, Константин Ильич это знает, который возглавляет этот институт генеалогии и этнологии. И книга, которая сегодня презентуется под авторством Марии Ивановны, она сегодня ложится в основу нашей с вами жизни и в канун столетия Якутии, создания государственности. Вы видели, да, сегодня слайд «Путь отца Алексия», да, на современной карте. Вот молодые кадеты сидят. Пройдут ли они этот путь? Смогут ли также самоотверженно служить, преданно, как тут сказано вот во второй книге, за веру царя и отечества? Вот это вот, наверное, сегодня основной лейтмотив, который у нас в душе сидит. И
нити, которые нас связывают с теми далекими временами, конечно же, ложатся в строку, ложатся в печать и становятся такими книгами. Сегодня очень хорошие такие события происходят, когда архивные документы становятся доступными для жителей. Библиотеки наследные, они уже предоставляют информацию о ревизских сказах, в которых сказано, кто жил тогда, кто родился и так далее. А имя человека, который прожил, я думаю, что не столь долгую жизнь, но яркую жизнь, Алексея Оконечникова, она должна стоять, наверное, в одном из таких ярких списках сынов нашей Якутии. Сейчас Мария Ивановна заметила, что вот недавно состоялся очередной показ спектакля «Учутом», да, про Михаила Андреевича Алексеева. Человек, который создал хорошую систему физико-математического воспитания, образования, да, который прошел через горнило войны, через горнило лагерей, плена, да, но остался человеком. И отец Алексий, пройдя большой путь, огромный путь по нашей матушке земле, пройдя сражение, видя страдания и смерть, тоже остался человеком. Поэтому мы сегодня, наверное, находимся в этом зале и приветствуем авторов этих книг. Да, действительно, это был вымысел, Мария Ивановна. С автором спектакля Василием Егоровичем Харысхалом, Василием мы дружили, и это был один из наших совместных проектов. Но когда мы спорили, а могли ли они встретиться, да? Конечно, они, наверное, навряд ли встречались. Но, тем не менее, посыл просвещения, посыл той линии духовности, служения Отечеству был у обоих героев Якутии. У Михаила Андреевича Алексеева и у отца Алексея. Поэтому я сейчас бы хотел подарить книгу Василия Егоровича Харысхала Марии Ивановне. Она вышла, она готовилась к выходу в канун 70-летия, но вышла, к сожалению, после его смерти, Царство ему небесное. Да? И в этой книге «Аспыткам артыктарынан» лики 19 тех наших людей, выходцев из Якутии, независимо от национальности, вероисповедания, которые несли вот это вот как раз просвещение, дух просвещения, духовность, ну и, конечно, веру и за Отечество. Поэтому, Мария Ивановна, вам большое спасибо. Александр, мы с вами работали в большей степени по книге, и здесь Русское географическое общество вообще здорово поддержало, и сейчас, я думаю, что, открывая вторую вот книгу, наверное, мы открываем новую историю и новых героев. Чем, чтобы мы, так же, как вот курсанты кадетской школы при погонах, служили за веру. Царя нету, но, тем не менее, есть лидер, да, государства. Да? А Отечество у нас одно. Да? Вот поэтому с этими словами я вас поздравляю и дарю эту книгу от имени Василия Егоровича Харысхала. Разрешите представить слово автору книги Александру Ивановичу Куприянову, директору Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийской резервы города Покровске, заслуженному тренеру Якутской АСР России, председателю Хангаласского отделения ДОСАФ России, председателю Хангаласского отделения Российского военно-исторического общества, члена Русского географического общества. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Я автор не один, мы работали в коллективе, поэтому я сейчас хочу выступить, свое выступление чуть по-другому. Я про книгу не буду сегодня рассказывать вам, как оно это все происходило.
есть нечто важное, вы эту книгу сами прочтете, нечто важное, когда мы эту работу проводили, обнаружили то, чего не хватало нам всегда, особенно сегодняшний день. Вот наши герои, и Оконечников, и вот наши герои, эти люди, вот в нашем современном мире, вот на сегодняшний день, эти люди были самые сильные духовно, как вам сказать, крепкими людьми, самые сильные сильными людьми были. И они Родину любили не как все, они любили Родину по-своему. Не важно, какая была жизнь трудная. У них жизнь была трудная, но не сравнить. Если кратко объяснить, я думал, что мой отец очень тяжело жил. А когда я начал изучать своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, я понял, что он тяжело жил. А когда начал изучать со своими коллегами участника Первой мировой войны, я понял, эти люди прошли колоссальную тяжелую жизнь. Я хочу почему сегодня на этом остановиться, кратко. Родина их отправляла на войну. Как положено, со всеми честями, почестями. Первая мировая война заканчивается, революция приходит, и эти люди становятся, эти солдаты становятся неудел, они принимают участие в революции, различных повстанческих войнах, кто за красных, кто за белых. Ну, соответственно, домой возвращаются сами, никто не организовывал. Добирались до Иркутска, а с Иркутска до дома добирались, можно сказать, пешком, своим ходом. Домой, конечно, приехали, они не герои, они были уже противники того старого режима. Их не встречали как героями, хотя они были в плену по 5 лет, ранения имели. И вроде бы жизнь налаживался, и тут начинается 22-й год, гражданская война. Ну и тут сразу первым приходят представители белой армии, белые, и сразу к нему приходят домой и говорят: вы были вот на нашей стороне, будем воевать против красных. Но они, оказывается, очень хорошо понимали, что такое гражданская война, они не соглашались. И что тогда происходило? Они их ставили к стенке, некоторых расстреливали, как предателей. Забирали лошади, оружие, формы, награды. Проходило время, приходил красный отряд, и первым приходил к ним. Историю мы хорошо знаем, потому что он был противником того нового строя. К ним мы приходили и говорили: так, вы идете к красным, или мы вас расстреливаем. И очень большое количество людей, солдат, они пошли в сторону красных. Но кто не соглашался, опять к стенке, и кого расстреливали, у кого там все отбирали, всю утварь, лошади. Ну, после гражданской войны вроде бы время как бы налаживается, а тут приходит 1939 год. И опять все поднимается заново. И их опять третий раз за решетку или к стенке, и все начинает вытаскивать. Вот ты был, служил у царя и так далее, и так далее. Но время проходит, кто-то выжил, кто-то остался. Начинается 41 год. 41 год, самые лучшие сыновья уходят на фронт. Остаются старики. Колхозы, кооперативы, все вот на нашей стороне, в Хангаласском улусе, да, в основном руководили участники Первой мировой войны, потому что они были в возрасте. Они еще были очень грамотными. Некоторые знали по 2 языка. Время было голодное. Людей как могли сохранить, но в Хангаласском улусе у нас так много людей не погибло от голода. И, конечно, там и скрывали, и как там живность забивали, там и рыбы, там как правильно, чтобы люди были живы-здоровы. Ну, война заканчивается, и тут начинается чествование героев. Всегда чествовали, мы это знаем, героев гражданской войны и участников Великой Отечественной войны. Потому что
участники Первой мировой войны, они были не удел той политики. В 70-м году, я помню, в моем деревне было 2 старика, и мы знали, вся деревня знали, говорят, вот тот бандит, тот-то, бандит диктант, там они вообще простыми людьми были. И их детей пионеры не брали, комсомол не брали, на направление, на высшее учебное заведение их не отправляли. И потом эти старики потихонечку, они работали в колхозах, трудились, и они умерли. И когда вот начинаю понимать, эти люди были такой, несправедливой, такой жестокой, так же вот, как я иеромонахом Алексием, отцом Алексием, да, несправедливым, но они были настоящими людьми. Вот сейчас у нас приходит такое время у нас другое, у нас именно не хватает таких людей. Мы должны, вот этих людей должны показывать примером. Сколько у них было к стенке, сколько было их арестов, они оставались всегда людьми, они были преданы Родине, они были преданы своей вере. И вот, когда мы начали эту работу, в 2013 году, вот я председателем ДОСААФ Хангаласского улуса был, Сергей Георгиевич Черных, это один из лучших командиров ОМОНов России, награжденный минным оружием от имени президента Владимира Путина. Он у нас был председателем ДОСААФ Республики Саха-Якутия. И он говорит, я, говорит, знаю, он очень хороший краевед был, говорит, у вас в Хангаласском улусе есть участники Первой мировой. И вот, когда мы начали эту работу, первым мы начали, вот Федоров Игорь Ильич, председатель потомков государя Ямщуков города Покровска. Игорь Ильич, покажитесь, пожалуйста, скромный товарищ. У нас было 3 кавалера Георгиевского креста и 7 участников. 3 кавалера, 7 участников. И когда начали копаться, в основном самую большую нам лепту дали потомки государя Ямщуков, который руководит наш земляк, известный Добрянцев Анатолий Анатольевич. Покажите. В основной материал дали потомки, потому что они не испугались, пожалуйста, они не испугались, сохранили фотографии, как могли они, мы когда узнавали, как они сохранили, где знаем, где награды лежат, где сабли лежат, до сих пор ищем, короче. И вот, потом решили по каждому наследию назначить ответственных, и в 2014 году мы проводим столетие начала Первой мировой войны. И тут к нам очень много обращается с республики. Мы, конечно, были очень рады и решили создать республиканский клуб. Туда у нас вошли около 10 улусов и городов. Значит, и еще основной материал нам дал наши коллеги. Они работали в архивах города Якутска, города Москвы, Подольска и Иркутска. Мы очень большое количество там нашли. И сегодня вот я, уважаемые коллеги, пользуюсь случаем, потому что нас много вот по этой работе, да. Эта работа, она была в нашей республике, даже в стране, это была белая страница. Она была полностью уничтожена. Мы знаем про мамонтов, мы миллионами знаем всяких микробов, а вот они были забыты, потому что тот советский период был такой, просто все уничтожали, и его восстановить было очень сложно. И вот благодаря вот нашего друга мы начали эту сложную работу. Жалко, что не было ни одной книги, жалко, что не было ни одной кандидатской работы, жалко, что ни один институт не занимался. Были работы, вот книга там Анатолия Добрянцева, там «Наследник Тим». Мы где-то в 20 книгах нашли там потихонечку. Так, и мы решили, когда начали изучать, как у нас в России эту работу проводили. И в первую очередь нас впечатлила работа Республики Ингушетия. Президентом был Юнус Евкуров. Вот они установили такой памятник, посвященным солдатам дикой дивизии, родом из Ингушетии. Но мы это, конечно, так не можем, и решили другой путь. Другой путь – Чеченская республика.
Это у нас глава республики Рамзан Кадыров установил такой очень красивый памятник. Но мы понимаем, что наша команда так тоже не сможет. И мы увидели одну зацепку. Юнус Бек Евкуров, он восстановил все награды героев тех времен и всем прямым потомкам вручили. Вон, видите, да, георгиевские кресты с сертификатами, там, вон там где-то около 6 орденов. Вот они так начали. И мы зацепили за этот. И когда мы начали работу, да, мы поняли, да, что одно. Мы можем лучше работать, чем другие регионы. И мы сделали себе такую задачу и проработали такую работу вот всей этой командой, да. Хочу это зачитать. Мы провели около 30 различных мероприятий, установили более 700 участников Первой мировой войны, более 10 офицеров, 3 награжденных оружием за храбрость. Это сейчас считается как героем России. 3 женщины. Одна женщина из Татинского улуса с Георгиевским крестом, которая воевала в батальоне Бочкарева. Так, около 50 кавалеров Георгиевских крестов. Провели совместно 2 научно-практические конференции, установили 7 памятных знаков и памятников. Вот когда пришли к памятникам, мы начали изучать, как это сделать, если у нас есть один единственный храм, город Гусев, Калининградская область. Больше нигде нету храма, который построен, посвященный солдатам Первой мировой войны. И вот благодаря вот наших краеведов и наших вот потомков государев ямщиков, Зинаида Егоровна вот сидит, вот, пожалуйста, помашите рукой у нас. Она руководитель строительства вот этой часовни. Я не хочу вот поделиться вот нашими заслугами один, просто хочу показывать. Это единственная часовня участникам Первой мировой войны на Дальнем Востоке. Единственная. Это солдатская часовня. Так, мы создали портретную галерею, она у вас, по-моему, там стоит. Портретная галерея – это все офицеры и кавалеры Георгиевских крестов. Потом провели архивную работу, создали 2 клуба. 2 клуба – это около 1000 человек. Начиная, туда вошли, в этот клуб вошли, начиная от Владивостока до Калининграда, от Соединенных Штатов до Европы. Так. И совместными усилиями Русского географического общества мы выпустили документальный фильм и вот эту нашу книгу. За это мы очень благодарны. А также мы выпустили 2 знака. Так, я хочу остановиться на этой фотографии. Мария Ивановна, я вот именно по вашему труду, потому что я понимаю, кто такие солдаты. Я расскажу вот по нашему Алексею, Иеромонаху Алексею так. Уважаемые коллеги, самая высокая награда у солдат была полный кавалер Георгиевского креста в Российской империи. Самой высокой наградой офицеров была оружие за храбрость с георгиевскими лентами или аннинской ленте. Самой высокой наградой Георгиевское знамя было в войсковой части. Это Георгиевское знамя. Самый высокий орден Святого Георгия, как у Михаила Кутузова, была орден первой степени, Георгиевский. И самой высокой наградой была наперстный крест Георгиевской ленте, вот которую вам вижу. И один из них, вот наш земляк. Их было 3. Самая высокая у них вот золотая наперстный крест на Георгиевской ленте. К чему я хочу это остановиться, да? Мы, историки, понимаем, в советском, вот в наше время, да, для Якутии самое большое, мы знаем, что сделал Михаил Ефимович Николаев. В советском периоде мы знаем, что Максим Кирович Амосов, да? А в царском периоде, когда вот я изучал вот инородцев из якутян, оказывается, это был Алексей Оконечников. Такую награду получить, это было очень тяжело. Что такое крейсер Рюрих? Что такое крейсер? Это флагман Романовской рода.
Сюда приезжает священник, военный священник, якут, и он становится военным священником. Это показывает, что российское духовенство очень была мудра. И туда, вот на таком флагмане, да, служить священник военный, отец Алексей был, это огромное значение. Поэтому я считаю, что его недооценили его труды, историки. Я уверен, что иеромонах Алексей достоин даже памятник поставить его во Владивостоке. Это настоящий герой из героев. Я горжусь, что у меня вот такой земляк есть у народа Саха, и я горжусь, что такая книга вышла. Спасибо за внимание. У Александра Амосовича есть очень приятная миссия – это вручение знаков потомки участников Первой мировой войны. И на сцену приглашаются Кучмина Ольга Александровна и Ваниченко Григорий Александрович. Это потомки участников Первой мировой войны. Вот я вам рассказывал клуб. Ага. Пожалуйста, вот сюда встаньте. Сюда. Я с удовольствием вручаю этот знак, потому что мы историю не должны забывать. Этот знак передадут внукам, тогда они будут знать, какой у вас род, гордиться надо, какими они были. Потом еще дальше будет работа. И слава нашей государства, она никогда не проникнет. Позвольте мне вручить эти достойные знаки вам. Спасибо за терпение. Спасибо, Александр Амосович. Разрешите слово предоставить председателю общественной организации Республики Саха-Якутия потомки государственных ямщиков, члену Русского географического общества Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Пожалуйста, Анатолий Анатольевич. Уважаемые участники сегодняшних мероприятий по презентации двух довольно-таки интересных книг. Но, конечно, первая книга о выдающемся сыне Колымского края, но, видать, тоже была очень интересная личность в такое время, добившийся очень ощутимых достижений, результатов с далекого Среднеколымска, Сиенкюля. Но я буду говорить о второй книге «За веру царя и Отечества. Участие якутян в Первой мировой войне». Но тема Первой мировой войны в связи, значит, с изменением общественно-политического строя, буквально, значит, во время Первой мировой войны у нас началась Октябрьская революция, и эта война, конечно, фактически была забыта новым руководством, значит, новым государством. И, конечно, ну, даже наш период в школе, когда изучали историю, вот эта тема намного была короче, буквально урок или пару уроков. Но в то же время более досконально изучали и Отечественную войну 12 года, и русско-турецкую войну, и Крымскую войну, и даже русско-японскую войну. И, конечно, в архивах тоже довольно-таки сложно поработать, потому что многие данные по разным обстоятельствам были утеряны,
уничтожены, сгорели на пожарах и так далее. И людям, которые принимали непосредственно участие в этой войне, даже кавалеры Георгиевских крестов, эти награды в срочном порядке прятали, о нем вслух не рассказывали, только между, значит, очень близкими людьми. Но в прошлом году ко мне обратился профессиональный историк Афанасий Афанасьевич Павлов, он здесь присутствует. Афанасий Афанасьевич, покажитесь. Это первая идея по написанию этой книги принадлежала ему. Но он вышел на меня, потому что я, значит, как председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков», а участники этой войны в основном были, значит, наши предки, русские крестьяне, потомки государевых ямщиков, которые были сосланы на Иркутско-Якутский тракт, Аяно-Майский тракт еще при Екатерине II. Вот в эти годы исполняется как раз 250 лет со дня расселения наших предков по реке Лена по тракту. И если в республике на сегодня, разные данные, конечно, точных данных до сего времени нету, порядка свыше 900, так говорится. Но на самом деле, если наш родной Хангаласский улус свыше 400 человек выявлено участников войны. Хангаласский улус в то время был представлен 20 почтовыми станциями. От Табагинской, которая относилась к западно-хангаласскому улусу, до Саны-Яхтатской, которая сейчас относится к Алекминскому улусу. В то время, значит, станции Малыканская, Еловская и Саны-Яхтатская относились к западно-хангаласскому улусу. 20 почтовых станций, свыше 400 человек. Алекминский район. Но в то время, конечно, Алекминский округ, 31 почтовая станция, 27 почтовых станций. Но почему-то там, значит, намного меньше, свыше 100 человек только выявлено. И Ленский район, нынешний, в то время входил в состав Киренского уезда Иркутской области, плюс еще 16 почтовых станций. Там фактически несколько десятков человек только выявлено на сегодня. Поэтому, конечно, если сравнить 43 станции двух наших современных районов, там выделено около 200, выявлено около 200 человек, и 20 почтовых станций, 1/3 Иркутско-Якутского тракта по территории нашей республики, 400 с лишним человек. В том числе, значит, более 40 кавалеров Георгиевского креста в Хангаласском улусе. Но благодаря, конечно, кропотливой работе Хангаласского ДОСАФа, значит, Александра Амосовича и Покровского филиала нашей общественной организации Федорова Игоря Ильича. Игорь Ильич, покажитесь. Тоже, значит, по почтовым станциям большую работу он провел. А, конечно, в других наших районах, значит, такая глубокая фанатическая работа не проведена. И у нас, значит, конечно, Аяно-Майский тракт, бывший этот Усть-Майский, Амдинский, Мегино-Кангаласские районы по этому тракту, но тоже, конечно, небольшое количество, значит, людей выявлено. Конечно, но мы Игорем Ильичем, значит, и Александр Амосович тоже, он потомок ямщиков по линии деда Козловых, кавалер Георгиевского креста, прадеда. Это родной дед нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Так что тут хангаласы все переплетены.
можно сказать, родственными узами. И, конечно, вот эта большая работа, которая в нашем районе проведена, и обелиски, и памятники установлены. Но часовня, конечно, немного поправлю Александра Мусовича, не только участникам Первой мировой войны, но и всем жителям Батымайской почтовой станции. Значит, это два наших рода, Строева, Макаровы, общими усилиями, значит, часовна, ну, главный организатор Зинаида Егоровна, конечно. Там и участники Великой Отечественной войны и так далее. Так, конечно, сейчас вот и руководству музея «Россия. Моя история», и Русское географическое общество, и наши краеведы, историки. Тут, наверное, есть у нас историки молодые в заднем ряду. Никто не поднимает руки, да? Конечно, вот эту тему глубоко надо обследовать. Мы вот 2 года назад общими усилиями с руководством музея, с ДОСАФом провели, значит, конференцию краеведов, значит, посвященную к этой теме Первой мировой войне. Поэтому наша книга состоит из 3 частей. Вот первая историческая часть, которая в основном написана Афанасием Афанасьевичем, но в части участия государевых ямщиков мое дополнение там, и в том числе 2 наших выдающихся генерала там, участники 3 войн. Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной войны. Леонид Иванович Котельников, первый генерал, звание генерала-майора присвоено в 1940 году. Он был активным участником Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста, кавалер 3 орденов боевого Красного Знамени во время, значит, войны, гражданской войны на Дальнем Востоке. Один из храбрейших, значит, командиров роты, батальона, полка во время гражданской войны. И, значит, он в 30-х годах преподавал в академии, значит, имени Фрунзе, в технической академии, был профессором, значит, кандидатом военных наук, первым из якутян. Вот это историкам тоже его, значит, научную деятельность надо, значит, изучать. Но и он, командуя ополченческой дивизией, потом она была превращена за умелые действия, значит, в начале войны в дивизию, значит, строевую. К сожалению, конечно, в октябре 1941 года в ходе ожесточенных боев под Москвой генерал погиб. Но у него была возможность выйти из окружения, предлагали, но он не оставил своих солдат, рядовых офицеров и геройски погиб. Но второй наш генерал Хангаласис Андрей Иванович Припузов, который командовал, значит, то есть в основном работал, значит, как штабист, начальник штаба бригады, начальник штаба, значит, дивизии, в конце войны командир дивизии. Но мы обратились вот к руководству республики, Совету ветеранов, что все-таки имя вот этих 2 наших генералов, участников 3 войн, как-то, значит, в нашей столице, чтобы оно было увековечено. Но сейчас Александр Амосович тут показал, как, значит, в Чечне, в Ингушетии увековечили имена участников и георгиевских кавалеров Первой мировой войны. У нас в республике, к сожалению, этого нету, но сегодня все мы бывшие руководители в составе руководства республики. Сейчас Афанасий Семенович выступал, он здесь находится, Александр Николаевич Кимкимен, я. Поэтому действующих руководителей тут
кроме опять-таки Вильяма Ачировича, который возглавляет Совет ветеранов, вот эту работу как-то нам и через Общественную палату в целом надо поднять. Столетие, значит, Первой мировой войны мы отметили. Конференция, которую мы проводили 2 года назад, немного всколыхнула нашу общественность, историков, краеведов, но надо эту работу продолжить. Действительно, столько у нас героев, значит, георгиевских кавалеров, их имена надо увековечить в столице. Это глубокое военно-патриотическое воспитание нашего молодого поколения. Сейчас наша страна также переживает очень сложное время. Мы воюем с братским народом, с которым вместе, значит, воевали, значит, в Первой мировой войне, Великой Отечественной, а сейчас друг другом воюем. Такова, конечно, к сожалению, история. Поэтому, чтобы наша великая история российского государства, несмотря на разные изменения общественно-политического строя, несмотря на смену руководителей разного масштаба, начиная от царей, императоров, значит, советской власти и нынешнего времени, но все-таки наши люди героически, стойко, мужественно защищали наше общее Отечество, великую Россию, Великий Советский Союз, сейчас Российскую Федерацию. Поэтому, конечно, в этом направлении до руководства республики может, значит, от имени презентации этой книги обратиться. Дмитрий Иванович у нас, где я? Вот он, сзади сидит. Но, может, обратимся, значит, к главе республики. Все-таки, хотя времена сложные, но хотя бы в перспективе запланировать, значит, в городе Якутске сквер, площадь участникам Первой мировой войны, где были увековечены имена. Ну вот с Хангаласского улуса коренной уроженец, ямшик, Сухарев Николай Николаевич, уроженец Титарынской почтовой станции. Он воевал в русско-японской войне. Значит, 2 креста там получил. Потом он 25 лет он служил в рекруты. Потом воевал, значит, в Первой мировой войне, 3-й крест получил. И, конечно, значит, также орден Святого Георгия получил. Значит, поэтому, конечно, вот такие люди до сих пор остаются фактически неизвестности. Поэтому, конечно, будем надеяться, что эту тему надо поднимать время от времени, проводить массовые мероприятия по нему и в дальнейшем увековечить имена наших героев, защитников Отечества. Спасибо. Спасибо. Антон Ильич, разрешите представить слово Афанасию Ивановичу Павлову, пожалуйста. Кандидат исторических наук, заслуженному ветерану Сибирского отделения Российской академии наук, члены Русского географического общества. Пожалуйста. Уважаемые участники большого мероприятия. Почему я говорю большого? Потому что сегодня мы презентации делали по 2 произведениям. Авторы, и здесь они присутствуют, и поэтому это все, что они хотели, все я сказал. Все, что хотели выступить, тоже выступили. Ну, я добавлять ничего не буду. Просто я скажу несколько слов Алексея Оконечникова, потому что это один из самых замечательных сыновей прошлого века. Кстати, тут авторы забыли сказать, что и выступающие забыли сказать, что он дважды был судим, это Алексей Оконечников. Первый раз он был царским судом, второй раз советским судом.
Вот такова жизнь этого замечательного просветителя. Так, ну, поэтому с этим вопросом вот Мария Ивановна очень хорошо выступила, представила нашего героя перед зрителями и читателями. Так, то, что я написал книгу «За веру царя и Отечества», здесь вот тоже это объективный труд. Когда президент Российской Федерации Путин отметил в 1914 году, все, кто награжден Георгиевским крестом, приравниваются к героям России. Я с этим, конечно, согласен, поэтому почему-то после его предложения я взялся за эту книгу. И мне это помогли, географическое общество наше, и также многие сотрудники бывшего моего института гуманитарных исследований. И надо сказать, что мы кое-что добились, но обратились к этим нашим увузным руководителям, но, как говорится, они даже Отечественную войну кое-как понимают, а тем более Первую мировую войну они вообще-то не интересуются, не знали. Поэтому приходилось ездить, искать и найти это кое-что мы представили. Ну, конечно, эта работа, как сказал Анатолий Анатольевич, еще не закончена. Надо продолжить эту работу. И тогда будет полная картина этого периода. И надо сказать, что многие наши участники Первой мировой войны свои записи уничтожили, награды тоже потеряли, наверное, и что, куда дели, не знаю. Поэтому вот наши сейчас, те, которые вот имели это дело, почему-то они сейчас записи своих не оставили. Вот это очень жаль. Ну, было время такое, поэтому вот это такое требование было, вот это, об этом тоже Анатолий Анатольевич правильно сказал. Требование было такое, чтобы никто не должен сказать, что он участвует в Первой мировой войне. Не разрешалось носить ордена и медали. Это вы тоже очень хорошо знаете. Поэтому вот, конечно, сейчас трудно установить, что более труднее будет, если мы не продолжим. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется Александру Николаевичу Кимкимен, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации. Александр Николаевич, пожалуйста. Ütükeennen бүгүнгү терәһин баргыттылактара чакчыдааны астык дирин солталак капчети болла денсен алыбын түгеннен туханан эгини баргыттын саас келбетинен ягделян туран инники көңгө эле канна калланандыгар олоро бутугар бебе битер ытыктабыллак сыганнак болар бутугар инники көңгө олокпут үтүе сажайдак болон диен эрелләп булу кайын онутта бәбит улуу дойду бутун Россия бутун таптык кайын диен баргытын ыңырдан болду. Дорогие друзья, ну, во-первых, хочу отметить, что я горжусь, что на таком очень важном мероприятии принимаю участие по приглашению Дмитрия Ивановича Соловьева, директора мультимедийного парка «Россия. Моя история». На самом деле, я думаю, что сегодняшнее мероприятие носит глубокий, во многом даже философский характер, потому что мы сейчас переживаем непростое время, может быть, такую некую перезагрузку, когда мы должны
от восприятия жизни в глянце, в каком-то безудержном креативе, или когда мы стремились только к какой-то парадной стороне, а именно вот к настоящей жизни, где есть герои, где есть люди, которые мотивируют, где есть люди, на которых мы должны равняться. Конечно же, многие поколения испытывали разного рода трудности, но суть заключается в том, что они выходили из этих трудных ситуаций победителями. Они работали, они сражались за Родину, они делали все возможное, чтобы сделать нашу жизнь лучше, краше и справедливее. Сегодня вот я впервые узнал вот про отца Алексия Оконешникова, и я думаю, что во множестве своем познание таких людей – это, наверное, великое счастье. И я благодарю Марию Ивановну за ее такой большой фундаментальный труд, в котором раскрывается величина личности, который происходит из самой такой дальней северной глубинки. Это говорит о том, что каждый человек может сотворить самого себя и быть человеком, который будет через века узнаваем и через века оценим. Вот было сказано во время выступлений, какая судьба у этого человека, несправедливая во множестве, когда он ушел непризнанным, ушел, может быть, очень больно оклеветанным. Но такова судьба великих людей, и таких людей не единицы, потому что у нас всегда большая каста завистников, которые, ничего не делая, могут, так сказать, своими словами уничтожать чужой труд. Это бесславно, но это есть в нашей жизни. И этим даже многие увлекаются. А людей, которые хотят сделать что-то доброе, вечное, важное, не оцениваем или подвергаем каким-то гонениям. Но я думаю, что терпение и труд все перетрут. Не впервой, как говорится, нам видеть, что история бывает несправедлива, но мы историю должны воспринимать таковой, какова есть она на самом деле. Поэтому я сегодня хотел бы поблагодарить Александра Амосовича, всю его команду за то, что они сегодня дали нам такой прекрасный подарок, рассказывающий об участниках Первой мировой войны. И всему авторскому коллективу, и моему лучшему другу Анатолию Анатольевичу Добрянцеву я выражаю слова благодарности. Я хочу отметить, что на самом деле сейчас вот в России происходят большие перемены, где действительно нужно говорить о героизме тех людей, которые жили до нас, которые делали все возможное, чтобы Россия стала великой. И сейчас вот на данном этапе нашего развития мы должны быть не просто созерцателями всего происходящего, а мы должны быть людьми, которые в этих активных переменах участвуют ради благополучия россиян, ради суверенитета нашей Российской Федерации. И, конечно же, как юрист я могу отметить, что сегодня в мире много несправедливого, когда под словом демократия понимается несколько иное значение этого слова. Когда Запад хочет экспортировать вот эти якобы демократические ценности, но при этом активно, используя бомбардировки разных стран, активно используя лживые постулаты о том, что они что-то делают доброе. На самом деле мы видим, и это видно невооруженным взглядом, что все это делается во имя капитала, а не во имя человечества. Поэтому
я думаю, что мы сегодня, возвращаясь к нашим героям, преклоняясь перед ними, очищаемся сами своей душой. И должен настать такое время, когда мы должны жить не ради того, чтобы хорошо поесть и сладко поспать, а мы должны жить для того, чтобы что-то сотворить и оставить за собой некий след. Поэтому я сегодня хотел бы поздравить всех вас с наступающим знаменательным событием, столетием нашей Якутской Республики. При этом напомнить, что буквально через 10 лет мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. И мы, якутяне, можем гордиться тем, что мы ни разу не предали нашу великую родину, Россию. С оружием в руках наши предки защищали интересы России. И в этом заключается правда. И в этих двух книгах это созерцательно, очень наглядно показывается. Поэтому, Мария Ивановна, вам огромное спасибо. Я был одним из поклонников Иннокентия Иннокентьевича, поскольку являюсь мастером спорта по якутским прыжкам, а он, будем говорить, человек, который приложил руку и сердце, и вместе с Местниковым они были такими яркими людьми. И мы при жизни общались, ездили в том числе и в Хангаласский улус. И сегодня я присоединяюсь к тем высоким словам оценки, которые говорили представители вашего родного Среднеколымского улуса. Это вот действительно говорит о том, что вам дана высокая народная оценка. Поэтому гордитесь, творите, и мы ждем от вас еще больших произведений, которые основаны именно на правде, научно обоснованы. И хотелось бы сказать большое спасибо, Александр Васильевич, вам за то, что Якутское региональное отделение Русского географического общества проводит такую многоплановую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, да, по привитию важных и ценных качеств для подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Слово предоставляется заместителю главы Хангаласского улуса Николаю Сергеевичу Иванову. Пожалуйста, Николай Сергеевич. Добрый вечер, уважаемые участники презентации. Ну, действительно, сделана очень большая работа. Я являюсь свидетелем этой работы, потому что Александр Амосович мой тренер. Я работал тогда в Нерингре, в Алдане работал. Ну и часто проезжая, заходил к ним и постоянно видел, как они занимаются сбором данных по этой книге. Да? Они даже допоздна сидели, работали. Игорь Ильич, Александр Амосович постоянно мне рассказывали с таким азартом. Это надо было переживать, войти в эту историю, да, и они с таким азартом рассказывали, с таким переживанием. И действительно, книга получилась очень с точными данными. Я видел, как отправляли запросы по родственникам, которые проживают уже за пределы нашей республики. Но это, конечно, очень трудоемкая работа, я считаю. Поэтому я хочу благодарить Александра Амосовича, Игоря Ильича. Ну и, конечно же, когда книга выходила, огромную поддержку оказало Русское географическое общество. И, конечно же, хочу поблагодарить от имени главы нашего улуса, от Олега Валерьевича Иринеева. И хочу вручить благодарственное письмо от главы Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович, я вас приглашаю. Также хочу вручить
от православной России. Как бы я являюсь представителем православной России в нашей республике. И хочу вручить медаль Шавриной Зинаиде Егоровне. Зинаиде Егоровне вручается медаль наследникам воинов Первой мировой войны в память о службе их предков. Зинаида Егоровна – руководитель потомков государевых ямщиков Батамайской почтовой станции. Так, удостоверение вручается Куприянову Александру Амосовичу. Награждается юбилейным знаком 95-летия ДОСААФ. Александр Амосович. Поспешил. Ну все тогда. Да, сейчас. Извиняюсь. Спасибо. Ну все, спасибо. Спасибо. Вот как раз для вручения этой награды мы приглашаем Сергея Владимировича Соболева, председателя ДОСААФ России по Республике Саха-Якутия. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Здравствуйте, участники конференции. Мероприятие значимое, значит, мероприятие достаточно в историческом плане очень мощное. И вот сидят у нас много молодежи в зале, к ним хочется обратиться, что вот такие вехи должны вы помнить. Вот события наших сегодняшних дней очень показывают на примере наших братьев-украинцев. Да? Была Российская Федерация, ну копнем дальше, Киевская Русь, да? Русь. Потом что? Государство российское. Потом был Советский Союз. Потом опять мы вернулись к России. Но страна в масштабе географии нашей, да, она была единая, ну чуть-чуть границы там ходили шире, меньше, но основная масса народа нашего, да, была в своих границах, скажем так. И вот история вот этого, это наши деды, наши прадеды. Если вот в идеале каждый человек должен знать своих потомков на 5, на 6 поколений назад. Причем не только по линии там отца, да, а в идеале же у нас есть папа, у нас есть мама, а потом у них есть папа, мама, да, и в прогрессии вот на 5, на 10, до 5, до 6 своих уровней, да. То есть я вот знаю, к сожалению, пока до своего пра-пра-деда 2 приставки пра, к сожалению. Какая бы страна, опять же, вот эти катаклизмы не были, плохие и хорошие, но все равно надо знать своих предков, надо знать своих родителей. И вот эта вот работа, эти книжки, они являются историческим свидетельством. Историю, знаете, тоже, опять же, на примере Украины переписывают. Переписывают жестоко, стирают российское государство, стирают нашу Россию. Информационный поток, идущий от западных средств СМИ, он очень настроен нас отсюда удалить. Но мы, как россияне, должны этому противодействовать. Проводить свою политику, политику своего государства, своего президента. Но и как представитель ДОСААФа, это общественная государственная организация, занимающаяся непосредственно патриотическим воспитанием, значит, приказом председателя ДОСААФ России почетным знаком 95 лет ДОСААФ награждается Куприямов Александр Амосович. Медаль «95 лет ДОСААФ» за вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовку граждан к труду и защите Отечества, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и в связи с 95-летием образования ДОСААФ России. Также грамотой награждается Павлов Афанасий Афанасьевич за плодотворное сотрудничество и личный вклад в дело сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также за вклад в работу над книгой «За веру царя и Отечества».
Ну еще Бог любит Троицу, да? Значит, грамотой ДОСААФ России награждается Добрянцев Анатолий Анатольевич за плодотворное сотрудничество и личный вклад в дело сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также за вклад в работу над книгой «За веру царя Отечества». Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Вильяму Ичировичу Иванову, председателю общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, заслуженному юристу Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Вильям Ичирович. Всем добрый вечер. И спасибо за приглашение на столь значимую презентацию. Вы знаете, сегодня всем понятно, что идет очень жесткая, даже жестокая идеологическая война, кроме той, которая сегодня существует де-факто и де-юре под названием специальной операции. И вот, когда слышишь сегодняшнее выступление, возникает вопрос, почему люди подняли эту тему, вот обратились к историческим личностям, к историческим событиям. Для чего это нужно? Я думаю, что вот те материалы, которые сегодня озвучили, обе книги, они как раз и ложатся в основу идеологии, которая сегодня, к сожалению, у нас отсутствует. Российской идеологии нет государственной. Я ссылаюсь, вот молодежь, вы там сидите со смартфонами, кликните, пожалуйста, статью 13, пункт 2 Конституции Российской Федерации. Там написано черным по белому, что в нашем государстве никакая идеология не может устанавливаться государственной или обязательной. А мы сегодня говорим о высоких идеях. Человек идеи, священник Алексей Оконечников, совершил свои подвиги. Люди идеи, именно призванные на защиту веры и Отечества, в Первую мировую войну совершили свои подвиги. Была идеология защиты веры, защиты царя и Отечества. Они верили в это, и они шли на свои смертельные подвиги. Только за это они получали вот высокую награду, и поэтому существует память. А о чем мы сегодня можем говорить? Ну, естественно, мне могут сказать, что в одном из своих выступлений президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что на сегодня национальная идея – это патриотизм. И вот сегодняшнее мероприятие, вот эти две книги о священнике Оконечникове и георгиевских кавалерах, это как тот снаряд, который появился в нужный момент и в нужном месте. Вот сегодня уже мы на основе вот этих исторических материалов, подтверждающих де-факто и де-юре этих событий, воскрешая памяти этих людей, можем говорить об идеологии, что она преемственна, начиная вот, может быть, и даже с более древних, с Александра Невского. Ведь во время Великой Отечественной войны возродили эти подвиги исторические, появились ордена Александра Суворова, Александра Невского, адмирала Ушакова. Исторические события были. И сегодня мы опять по этому кругу возвращаемся. И я думаю, очень правильно, что вот эти книги сегодня презентовались именно в этом месте, в музее, который называется «Россия. Моя история» или «Моя история – это Россия». Это аналогия. И я очень благодарен нашим, может быть, подходит это слово, нашим труженикам, и в первом числе Марии Ивановне, которая совершила свой подвиг, который достоин всех наград, которые имеются. Но мы, как общественная организация, Мария Ивановна, по решению Президиума, я вручаю вам благодарственное письмо Президиума Республиканского совета ветеранов. Разрешите за ваш труд.
и сегодня были оглашены уже неоднократно фамилии наших 3 мушкетеров, которые вот вернули личности из глубин истории российской, из полей сражений Первой мировой войны. Это тоже титанический труд. И здесь правильно говорят, обращаясь к вам, молодежи, продолжать надо эту работу. И очень жаль, что тут не было студентов исторического факультета, когда Анатолий Анатольевич заставил поднять руки. Но я думаю, что эта тема сегодня будет разработана и найдет отражение в средствах массовой информации. И у кого-то ёкнет сердце, и он скажет, да, надо было бы этой работой заняться и захочет поднять историю своего рода. Ну, а что говорить, вот тут, понимаете, получается так, уже оговорка была, что да, люди шли на подвиги за веру царя Отечества, сегодня за что идти? За веру надо идти. Вера, она всегда существует. Сегодня вот, например, все прекрасно знают все 10 заповедей православные, тем более, да? А я, когда был студентом, я как раз из того поколения, которое мы жили по заповедям Кодекса строителя коммунизма. 10 заповедей. Мне они казались священными. А потом, я учился в Харькове, в юридическом институте, случайно на прилавке увидел Библию. Для меня это было интересно. Я ее начал читать, и там нашел эти исторические 10 заповедей. И мне стало непонятно. Коммунистические заповеди, они практически совпадали с теми православными, которые находятся в Библии. Поэтому, естественно, вера существует у каждого, не говоря о том, что коммунист он, демократ или кто, за это надо было. Ну, а про Отечество я и не говорю. Поэтому вот я, заканчивая, хочу вручить благодарственные письма от Президиума Республиканского Совета ветеранов составителям, авторам этого произведения. Ну, давайте начнем вот с ученого человека Афанасия Афанасьевича. Анатолий Анатольевич, подойдите, пожалуйста. И Александр Амосович, подойди сюда, пожалуйста. Давайте принародно. Вы заслужили, чтобы вас видели. Молодой человек, подойдите. Вот. Спасибо. Всем спасибо за внимание, что вы выдерживаете сегодня это мероприятие. Спасибо. Мы приглашаем на сцену Николая Григорьевича Гребенникова, председателя Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск и МВД, помощника военного комиссара, полковника Ивана Петровича Черкашина, кавалера Ордена Мужества, Кононова Гаврила Ивановича, кавалера 2 орденов за отвагу. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи, друзья, единомышленники. Вот сейчас Илья Манчарович сказал, что вот вы молодцы, сидите, выдерживаете. Да, вот несколько таких мероприятий бывает, когда встает молодежь и уходит. Это очень некрасиво, и тем более, когда сидят, находятся люди, которые это создали, это произведение. Это молодежь, вам спасибо. Ну, Александра Амосовича мы знаем не 1 год. Его захлестнула эта работа и поглотила полностью. Вот эта гражданская война, Первая мировая. Начали они это с Сергеем Черныхом. Вот здесь дочь находится его. Спасибо, что вот у вас был такой отец, в нашей памяти он навсегда остается. Его все дела, мы вот на сегодняшний день, его задумки мы продолжаем и воплощаем в жизнь. Это как походы, экспедиции, поисковые экспедиции, как вот это написание книг. Это все рождено от именно Сергея Георгиевича. Ну и Амосович, конечно, мы хотим пожелать, вот как люди тоже военные, да, успехов в этом творчестве, в самом настоящем творчестве.
И, конечно, в вашем лице еще поблагодарить весь коллектив, потому что один человек, он все-таки в поле не воин. И с большим удовольствием хочу наградить медалью Министерства обороны Российской Федерации Игоря Ильича Федорова. Конечно, очень большая плодотворная работа была. И как от ветеранов боевых действий кажется, что мы должны знать тех героев, которые раньше были, равняться на этих героев, помнить и сказать спасибо, чтобы дальше продолжали в этом направлении, работали. На самом деле очень много работы. И не только вот первое, да, вот как там не всех же, получается, раскрыли, очень много еще работы впереди. Пожелаю вам удачи, большой работе. Ütөкеһе боллун күндү конференция кытылактара бу күннәк күн эгини барыгытын агарделен турамман багары мете жолло голгу вонна дуруяны. Дорогие участники конференции, хотел бы выразить вам свою благодарность, что вы собрались здесь и вспоминая своих предков, тех, которые защищали нашу Родину. Знаете, что я, когда начал в военно-морском флоте в городе Севастополе, как раз ваш земляк был Александр Ионов, его сын сейчас свыше 90, самый двухметровый парень. Борьбой занимается, вот с ним вместе мы служили. Он адмирал Головко, я БРК неуловим, начали служить. И нас, молодых матросов, моряков, повели в музей в городе Севастополе. Там дом моряков есть, там очень хороший музей есть. И когда экскурсовод, мужик там такой плотный, хороший мужик, рассказывая о Крымской войне, обороне Севастополя, картинку подошел, где Нахимов стоит. Ну, наверное, все знаете, да? И говорит, спрашивает, кто из Якутии есть здесь или нет, говорит. Я говорю, я. Он говорит, пожалуйста, выйдите вперед. Я вышел, и этот старик говорит, вы все россияне и жители Советского Союза, вы должны быть благодарны вот таким мужикам, ну как будто я уже что-то не знал еще вот про казаков. Ага. Благодарны быть якутянам, говорит. Знаете, почему в нашем любимом городе героя Севастополя, есть улица Якутская, говорит. Вот перед вами представитель из Якутии стоит. Ага. И смотрите, говорит, на него, да, он вас никогда не подведет. Потому что, когда вот оборона Севастополя была, и там картину показывает за Нахимовым, Павлом Нахимовым, там военные, ну там русские солдаты нарисованы были. Говорит, вот спецназ было его, говорит, ага, вот самая вот боеспособный отряд, вот якутяне, казаки, якутяне вот нарисованы, говорит, да. Поэтому ты, как тебя зовут? Я говорю, Иван, вот гордись своими предками и будь, и никогда не подведи. Ну, я думаю, их не подвел до сих пор вот немножко плохих местах был, не то, что мы мирно живем. Поэтому я думаю, свою вот верную службу чуть-чуть доказал, я думаю. Поэтому благодарен тем людям, да, и благодарю вот Александру Амосовичу. Он
таких людей, да, поднял, можно сказать, из глубины и всем показал. Поэтому я хочу ему благодарность и признательность, хочу вручить ему награду от всех ветеранов боевых действий, которые в Якутии вот, существуют. Ну, существуем вроде. Поэтому от всех наших братьев и солдатов, кто служили в новых вот это, современных войнах, вручить нашу знак отличия, отвага, память, мужество. И еще хочу немножко сказать, вот такую трудную работу, знаю, как собрать коллекцию, как называется, материал для таких, да. Очень трудная работа, найти человека, поднять, ну, вообще исторические, чтобы память, да. И самая трудная работа – это исторические факты найти и довести до людей, да. Поэтому я сейчас хочу Марию Ивановну подняться сюда. Ага. Дело в том, что я тоже сам создал этот трехтомник. Время выбрало их о современных солдатах якутянах. Поэтому я хочу в знак благодарности такую работу вручить маленькую книжечку. Спасибо всем. Уважаемые друзья, сейчас у нас действительно наступают уже такие приятные моменты, когда мы должны вручить уже вот именно наше русское географическое общество. Но сначала я бы хотел вручить букет Марии Сергеевны Черных, дочери Сергея Викторовича Черных. Благодарность и память об отце. Да. И передать еще Анне Сергеевне. За большую подвижническую деятельность в деле сохранения исторической памяти, вклад в гражданское патриотическое воспитание подрастающего поколения, благодарственным письмом отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия награждаются Григорьева Любовь Михайловна, краевед Чурапчинского улуса, заведующая клинико-диагностической лабораторией Чурапчинской центральной районной больницы, отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом награждается Надежда Николаевна Авелева, краевед Мегино-Кангаласского улуса, педагог-воспитатель транспортного техника имени Брызгалова. Для награждения благодарственными письмами на сцену приглашается Павлов Афанасий Афанасьевич, член Русского географического общества, кандидат исторических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук, почетный ветеран Республики Саха-Якутия. Добрянцев Анатолий Анатольевич, член Русского географического общества, кандидат экономических наук, председатель общественной организации Республики Саха-Якутия, потомки государевых ямщиков. Куприянов Александр Амосович, директор Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва в городе Покровск, заслуженный тренер Якутской АССР и России. Дорогие друзья, на этом наше мероприятие подходит к концу.
Давайте все сделаем общее фотографирование и затем перейдем к кофе-брейку. Пообщаемся немножечко за чашечкой чая. Давайте сфотографируемся. Где, Дмитрий Иванович, хозяин зала? Вот здесь. Просим зрителей с передних кресел подойти сюда, где стою я.